Начинаем. В эфире русская служба радио Республики Абхазия. У микрофона Владимир Никонов, у режиссерского пульта Раиса Аджеба. Судя по оперативной сводке пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия, вчера на Гумистинском фронте никаких существенных позиционных изменений не произошло. Противник вел артиллерийский и минометный огонь по позициям вооруженных сил Республики Абхазия. Жертв, к счастью, нет. Имя Владимира Никонова золотыми буквами вписано в историю абхазской журналистики. Его по праву можно назвать самым известным журналистом республики. А началась его карьера в годы Отечественной войны народа Абхазии. Актер русского театра, как и большинство мужчин, в 1992 году отправился отстаивать независимость республики на фронт. Но его профессиональные данные понадобились на фронте информационном. Абхазский театр пригласили в Москву на гастроли показать 2 спектакля. И как-то так под этим флагом всех театральных людей вытаскивали, выскребали из подразделений, из военных, из тыловых, из кого бы ни был. То же самое. Ныне художественный руководитель театра Адгур Михайлович Кова, он был нашим главным режиссером русского театра. Вот выскреб меня и Нину Балаеву нашел где-то там в подразделении. И так, шли по улице, мы с ним... И встретили Светлану Виноровну Курсай, и она сказала: слушай, вот там, радио «Голос Абхазии» вот мне поручили организовать, ты бы это самое не смог бы? Я говорю: пожалуйста, Свет, приходи завтра к администрации, там, Гудаута, там, покажу тебя редактору, редактор это Гарри Дорофеевич Дбар. Мы, конечно, с Адгуром Михайловичем выпили за встречу, за это дело. Я немножко забыл, по какому поводу. Помню, Светлана Виноровна приглашала меня в администрацию, но по какому поводу я не помню. Пошел, и вдруг выходит, и она говорит: вот сейчас с главным редактором познакомлю. Ага, уже в мозгу что-то, пазлы сложились, редактор, радио. И вышел Гарри Дорофеевич Дбар и сказал: я тебя знаю, давай, пошли. Я просто взял микрофон и тут же прочитал текст, и он пошел в эфир. Вот с этого и началась моя журналистская, так сказать, карьера. Именно с легкой руки Светланы Курсай Владимир Никонов стал журналистом. По воле случая или благодаря смекалке коллеги, театрала, но это произошло. И сегодня Светлана Курсай и Владимир Никонов – легенды абхазской журналистики. Как-то иду по Гудауте и смотрю, казаки идут, и вместе с ними наш Никонов. Я говорю: Вов, ты как здесь? Вот, говорит, воюю вместе, вот, говорит, я вот в Казани. Я говорю: Шать, ты что, вот, я подумала, а с кем, вот я пошел с ним. Посмотрела, я на него посмотрела, ведь он профессиональный актер русского театра. Я думаю: господи, а нам же нужен диктор. И я его привела на радио и сказала: вот вам настоящий диктор на русском языке. Вы же, вели передачи, но это же все-таки это профессиональный актер. И вот так началась тогда военная слава Владимира Никонова. Уже в начале войны Владимир Никонов был легендой. Не в том плане, что его считали суперпрофессионалом, а в том, что в его существование не все верили. Особенно с противоборствующей стороны. Были разные версии, кто скрывается за простым русским именем. Все считали, либо это Георгий Гуля, либо это Кристиан Бжания, просто голоса подделывают, либо кто-то что-то. Было такое, да, на самом деле. Надаришвили такой был тут лидер, грузинский, тут он был председателем Верховного Совета, или кем он был. Он написал книгу, как «Абхазская трагедия» называется. И вот он там написал такое, знаете, там про... Он расписывал про какие-то дела, и вот про абхазские СМИ он написал. И последняя строчка там: «За огромные деньги абхазцы наняли известного в России журналиста Владимира Никонова». И в скобочках там последний что-то там наиболее опасен для грузинского народа, потому что вещал там на Гудаутском радио. Когда Руслан Мканович Кашик вытащил меня на телевидении, действительно вышел человек Владимир Никонов. Только тогда люди помнили, что это действительно какой-то Владимир Никонов, что это не псевдоним, а это вот такой на самом деле есть.
Возможно, из-за того, что актер Никонов еще не стал журналистом Никоновым, слушатели улавливали непривычную манеру повествования, непривычную, но такую располагающую, что казалось, что на радио работает профессионал, призванный убеждать, а значит воевать информационно. Но это получалось не намеренно. Просто Владимир Никонов делал, что мог. А вот такое что-то, ах, мы тут сидим на радио, делаем великое дело, мы что-то тут выигрываем, информационную войну, ну не было этого. Ругались за эфирное время, хипишевали, чуть ли не дрались с Семеном Адлиба, который, как говорится, там, ну, полчаса ему дано для подготовки передачи, полчаса мне. Он сидит часа 3, и потом говорит, а что ты хочешь, у тебя еще есть 10 минут варя. И просто приходилось, знаете, как с листа, вот что называется, читаешь в микрофон, эфир идет прямой, а в это время еще какой-то текст пишется, как правило, Олег Багратович Шамба этим занимался. И вот я так руку протягиваю, он мне дает следующий лист, я его читаю, и во время чтения замечаю какие-то там ошибки, я так вот импровизационно их исправляю. Наверное, это, видимо, то ли опыт какой-то актерский, когда человек роль там репетирует что-то с листа, то ли, может быть, действительно война, экстремальные ситуации, какие-то такие невероятные какие-то качества, оно может быть. Сейчас-то я уже так не смогу, но тогда действительно так было. А Светлана Вианоровна вспоминает, что до войны представить не могла себя сотрудником средства массовой информации. Она буквально бредила театром, но война не согласовывает обстоятельства с желаниями людей. Я никогда не любила прессу до войны. Ну, очень равнодушна была. И я как-то даже своему педагогу, который нам читал радио и телевидение, мы 3 года же в театральном институте, там есть специально для театроведов, есть такая специальность радио и телевидение. Мы же это все проходим, и сцен речи, и все, потому что обычно выпускники попадают и на радио, и на журналистами становятся. А я всегда хотела работать только в театре. И для меня вообще разговор о том, что средства массовой информации, это звучало почти как оскорбление для меня. И когда мне на какой-то вопрос я отвечала, и когда он мне сказал, вы знаете, а вот это вам нужно будет, если вы займетесь там, я сказала, вы знаете, я никогда не буду работать на телевидении, на радио. На что он сказал, деточка, никогда не говорите никогда. Как вспоминает Владимир Владимирович, тогда, во время войны, журналисты радио не оценивали свою работу. Они делали, что умели и что считали нужным в данный момент времени. Самой главной задачей было рассказать, что происходит, и поднять настроение слушателям. Вокруг абхазского радио где-то все-таки сложилась какая-то, ну, я не знаю, какой-то такой, как это в советское время было принято говорить, актив. Вот вокруг абхазского радио сложился актив из абхазской интеллигенции. Был там Джума Виссаронович Ахуба, был Костя Гулия, был Костя Чингелия, наш знаменитый композитор, тот же Олег Багратович Шамба, Терент Михайлович Чания. Ну, прекрасные люди сложились, и вот как-то они что-то там... Что-то писали, что-то там играли на гитаре, что-то пел Коста Чингелия, понимаете, вот там какие-то стихи ему нравились, он тут же, вот что называется, перекладывал их на музыку и тут же к микрофону, в эфир. Что-то я сам там уже начинал потихонечку там сочинять, там что-то такое там писать. Что-то Светлана Вианоровна Корсая писала. В эфир выходили самые свежие новости о делах на фронте и в тылу. В студию приглашали первых лиц – бойцов, писателей, поэтов, которые в прямом эфире зачитывали свои новые рассказы или стихи. Новые песни рождались на радио, а потом уходили на фронт или наоборот. Так, открывается окно, заглядывает туда Лев Любченко, такой поэт. Ну, вот это вот «Абхазы, абхазы, вы правы», вот это его ставшая песня и стихотворение. И вдруг говорит, вот я что-то тут вечером написал, можно по радио передать? Конечно, Леву можно. Тут же как-то так в эфир все это идет, и он радуется, какой-то такой пожилой человек с инвалидностью, он радуется, вот это он как бы считает, что вот вклад его в победу. Больше вспоминаются какие-то такие моменты. Владимир Никонов в прямом эфире беседовал с самыми разными людьми, представителями высшего эшелона власти, известными политиками. Владиславом Ардзенбо, Константином Затулиным, Сергеем Бабуриным и Владимиром Жириновским, Сергеем Шойгу. Но особенно запомнился журналисту простой русский доброволец Юрий Грачев.
Ну, был такой, знаете, доброволец российский Юра Грачев, по-моему, из Нижнего Новгорода. Он такой был ВДВшник на самом деле, хороший был, очень воин. И очень такой человек был, ну, скажем так, интеллектуальный, что ли. Вот как-то вот его интервью я вот как-то запало в душу, как-то с ним мы долго-долго разговаривали и забыли и про время, и обо всем поговорили, и про войну, и про мир, и про все дела. Просто вот такие люди были на нашей стороне, это действительно, это гордость, это замечательно. К сожалению, не знаю его дальнейшей судьбы, он то ли без вести пропал, то ли что-то как-то вот. До сих пор его выясняю судьбу, никак не могу выяснить. Вспоминает Владимир Никонов и авторов песен. По его словам, в то время было много чистых и искренних эмоций, которые прорывались сквозь эфир и были главным оружием на информационном фронте. Помним Абхазии, мы Гумистинский бой, зарево пожара в крике за рекой Тимур. Вот помню, он пришел как раз эту песню записывать на радио. И чего-то я с ним заговорил. Удивительно, как он стеснялся, какой стеснительный человек. Ну, какой-то вот, знаете, вот, ну... Такая вот какая-то родниковая чистота у него была в душе, вот этот разговор я помню. Потом работал тут же у нас на радио, работал такой парень Даур Зантария, не знаменитый писатель, а вот Даур Зантария, вот эта «Девчонка в форме бойца» песня. Вот это он стихи написал сначала на абхазском, потом на русском, потом пришел Константин Ченгелия, спел их там под гитару. Вот тоже какой-то вот удивительно какой-то такой чистый человек, знаете, да. Он влюбился еще на ночку Гуни, она тогда наш добрым ангелом была, она у нас что-то была вроде секретарши или кого-то. Сейчас она, по-моему, если не ошибаюсь, возглавляет отдел кадров на АГТРК. Да. И вот он в нее был влюблен, и как-то что-то вот, знаете, какая-то вот удивительная вещь, война, и вот такая любовь, причем ну, настолько она чистая какая-то такая любовь, такая возвышенная. Ну вот, не знаю, вот, наверное, за счет вот таких людей как-то, вот вы говорите, за счет кого информационную войну выиграли, наверное, вот за счет вот этого всего. Для бойцов Восточного фронта и жителей блокадного Ткуарчала выпуски новостей были самым долгожданным событием дня. В эфире матери узнавали, что их сыновья живы. С фронта Владимир Никонов передавал приветы родным и близким солдат. Приходили люди и говорили, что у меня там на оккупированной территории моя мама, мои родители. Ты можешь по радио передать, что я жив? Передавал, конечно, могу. До сих пор люди встречают и говорят: Вова, ну, мы на тебя молились там, когда вот такие вещи говорили, что такой-то, такой-то жив, передает привет своей маме. Мама, не переживай, мама, не волнуйся. Сами представляете, насколько это было. Вот. По словам Владимира Владимировича, в редакцию Абхазского радио приходило множество писем, в каждом из которых люди делились своей болью и надеждой. Многие из них журналист помнит, но делиться не спешит. Много было писем, не помню, Марианна, отдельно ничего не помню. Хотя помню, конечно, ну ладно, ты там скажи, что не помню. Коллега Владимира Владимировича Анжела Кучубирия во время войны находилась в Ткуарчале. Она была одной из тех, кто писал письма в редакцию и ждал каждый выпуск новостей Абхазского радио. Когда начинались новости, то сидишь и дрожишь, думаешь, что же сейчас сообщат. В моем представлении Вова Никонов был вот просто какой-то ангел с Западного фронта, который всегда рассказывает какие-то новости. И все ждали, вот, ой, сейчас подождите, тихо, тихо, там собирались люди возле радио. Сейчас Никонов будет выходить в эфир. Я не знаю, откуда они знали, Никонов в этот день выходит или не выходит, но все ждали Никонова. Я даже не представляла, как он выглядит, какой он вообще человек. И когда уже после войны я его увидела на Абхазском радио, где стажировалась, думаю, господи, какой простой, такой добрый, такой хороший. А вот воспоминания с войны и о том, как мы его заочно все любили там вот. А потом, когда я уже с ним познакомилась, и очно стала любить, очень сильно и уважать, я считаю, что Вова заслуженный человек. Как рассказывает Анжела Кучубирия, услышать радио можно было не в каждом доме. И жители Ткуарчала собирались во время эфира там, где было электричество, и, соответственно, был доступен радиосигнал.
Ребята, вот Торник, Амичба, Геронт, Кардава, Саша Данилевский, они организовали какую-то телестудию во Дворце культуры и очень активно вещали. А потом свет исчез. Те же парни, они поставили какой-то генератор в речке и стали каким-то образом какую-то электроэнергию добывать. И благодаря этому они организовали радио. Вот я помню, как они возились вот на 3-м этаже во Дворце культуры, как они пытались создать что-то информационное с Восточного фронта, вещать, давать людям знать, что мы еще живы, мы здесь работаем, мы и воюем, и работаем, и трудимся. Все сотрудники Абхазского радио рассказывают, как после войны они еще долго слышали слова благодарности за свою работу в самые тяжелые годы. После войны я, когда в первый день встретила Людмилу Логуа, первую оперную певицу, вот она меня расцеловала и говорит: «Этери, вы даже не представляете, как радио помогало нам выжить». Потому что, во-первых, они узнавали, кто жив, кто где находится. Этим делом занималась Людмила Цубехия у нас. Людмила Цубехия, и ее большая заслуга в этом. В организации всех этих писем, в сборе вот такой информации. Но с какими трудностями пришлось столкнуться сотрудникам радио, знают только они. Во-первых, необходимо было наладить качественное покрытие радиосигналом. И этим занимались технические сотрудники. Буквально под пулями они устанавливали необходимое оборудование на вышках. Огромная заслуга в прорыве информационной блокады это принадлежит нашим техникам, нашим инженерам, которые смогли, просто представляете, они придумали, как обойти, ведь блокировали нас везде, и Россия блокировали же, и они нашли способ, как эту информацию в Москву передавать. Потому что официально это Москва не очень расположена была давать нашей информации. В первое время вообще в эфир не могли выйти нормально, даже информацию получить. А ребята в день 2-3 раза выезжали в Пицунду, а Гагра была грузинской тогда. И их обстреливали, и эта «Волга» была тогда, машина, на которой они ездили, была обстреляна полностью, там вот дырки были. Вот так вот они доставляли вот эту информацию и отправляли через вышку уже в Москву. И там уже те, наши же друзья, добивались как-то вот, чтобы эта информация пошла. Техники выполнили свою работу настолько хорошо, что Абхазское радио стало вещать далеко за пределы республики. Леонид Агрба, наш сотрудник, он тогда, до войны, еще был директором телерадиоцентра. И вот он мне рассказывал, что во время войны отправили его в очередную командировку в Москву по каким-то техническим делам. И там он случайно встретил одного нашего очень известного поэта. И он ему сказал: «А ты знаешь, Леня, я слушаю Абхазское радио в Подмосковье». Это был Мушни Ласурья. И Леня говорит: «Я так был счастлив, когда я услышал это». Чего-то же это стоит. Каждый день журналисты Абхазского радио решали множество проблем. У редакции не хватало магнитной ленты для записи эфиров, поэтому военного архива радио практически нет. Да что там лента, у корреспондентов был один диктофон на всех. Радовались друг за друга, переживали друг за друга. Но споры единственное происходили тогда, когда не хватало ленты для записи. И я помню, абхазская редакция пыталась нашу ленту выкрасть, мы пытались их ленту выкрасть, и начиналось потом, кто взял мою ленту. В этом только состоял наш спор. Потом нам какую-то помощь оказали, диктофон для нас приобрели. Ну его тоже не хватало, потому что охотников на диктофон было много, желающих. Но мы тогда, вы знаете, приглашали в студию, когда была эта возможность, так называемая студия, маленькая комнатушка такая, один микрофон, который передавался от диктора к спикеру и наоборот.
Кроме того, после переработки потоков информации и написания длинных текстов журналистам приходилось обслуживать свой быт. Не было ни поваров, ни уборщиц, поэтому между эфирами ведущие редакторы еще и мыли полы. Вот надо подносить кассеты, я подносила. Надо убирать комнату, я убирала. Потому что когда мы уже оказались в Гудауте, там же не было у нас ни уборщиц, там не было у нас ни... Даже, знаете, одно время, 31 августа, был прорыв грузинских танков. Они перешли, несколько танков перешли на сторону, на нашу сторону. И, естественно, в Гудауте, это был очень мирный город, там началась такая паника. И очень многие люди там на катере, там еще как-то вот они смогли уйти из города. А у нас были повара, которые работали, это мы уже находились в Лыхнах. И там была столовая, и вот эти вот люди, которые работали в столовой, они работали уже кормили телевизионщиков. И оказалось, что амбарный замок висит, утром в 6 утра мы приходим, амбарный замок висит, и никого нету, а они с детьми были. И, естественно, испугались детей, и они уехали. Я помню, что я 15 дней кормила 15 человек каждый день. Вот я работала в столовой. То есть, вы знаете, тогда не было такого. То есть я не делала какую-то историю. Абсолютно. Кто об этом думал? Господи, ну надо там что-то почистила, надо побежать, надо текст написать тут же, потому что я как бы двуязычная. И я писала и на абхазском, и на русском что-то. Так я оказалась на радио, потому что на радио, в отличие от телевидения, там много надо писать, много надо говорить. И поэтому... В то время, как вспоминают журналисты, царило единение духа и сплоченность. Как коллектива радио, так и Абхазии в целом. Мы работали во время войны, знаете, как единый организм. И вот этого, к сожалению, вот в сегодняшней жизни не всегда наблюдаешь. И немножко обидно, и немножко грустно, и немножко по этому поводу ностальгируешь, если можно так сказать. Вы понимаете, чисто человеческие вот отношения, они все-таки были совсем на другом уровне. А Светлана Курсаева вспоминает о женщинах на войне и то, с каким уважением относились в то время к женщинам мужчины. Говорят, у войны не женское лицо. А вы знаете, у войны вообще нет никакого лица. Оно и не мужское, и не женское. Оно отвратительное. Но в то же время в этом отвратном мире военном тоже есть люди, которые как-то что-то украшают, потому что и там жизнь продолжается. И эти девочки, которые рискуют, на самом деле, это же не слова, это же не пафос. Рискуя своей жизнью, это надо было их видеть. Их горящие глаза, их такая вера, убежденность, их любовь к своим бойцам, вот, к своим друзьям, однополчанам, да, как они их уважали. Вы знаете, 30 лет прошло, а я думаю, что за все это время вот я не встретила вот такого отношения к женщине, которое было во время войны у наших мужчин к женщинам. Главным секретом абхазского радио эта рекация называет абсолютно правдивую подачу информации. По ее словам, тогда абхазские журналисты демонстрировали эталонное владение профессией. Конечно, огорчались, когда приходили плохие известия. И вот, честно говоря, тяжело было. Очень было тяжело. Мы сначала начинали сочувствовать друг другу, потом все-таки, надо было говорить об этом. И мы говорили. И вот чем отличалось наше радио, вообще наши средства массовой информации от грузинских? Тем, что мы выдавали реальные события. То есть так, как развивались события на фронте. Грузинские средства массовой информации выдавали то, что они считали нужным и как считали нужным, чтобы ввести в заблуждение население. И надо сказать, что иногда это им удавалось, к сожалению. Вспоминает она и работу грузинской редакции абхазского радио. Грузинскую редакцию возглавлял Теймураз Ачукба. К сожалению, вот во время ковида его не стало тоже. Он был и диктором, он был
он и статьи писал, готовил. Он в основном разъяснял жителям о том, какие последствия могут быть от этой кровопролитной, братоубийственной войны, чем это все может закончиться, почему она не нужна никому. Рассказывал, он сам был историк, ученый-историк, и он рассказывал историю, реальную историю, правдивую историю грузино-абхазских отношений. И это тогда было очень нужно. Грузинская редакция какое-то время, по-моему, сейчас точно не помню, года 2, под его началом работала и после войны. Эта редакция начинала свой профессиональный путь с абхазского радио. На нем же она работает и сегодня. Светлана Курсая затем много лет проработала на телевидении, а сегодня руководит музеем. Владимир Никонов тоже телевизионщик со стажем. Но тогда, во время войны, никто из них не думал о том, как дальше будет складываться их карьера. Все они мечтали о победе и о том, каким хорошим будет завтра. О продолжении карьеры тогда никто и не думал, понимаете. Все думали, ну, скорее бы война закончилась, победить надо. Потом как мы будем любить друг друга, какая будет у нас прекрасная жизнь, какие мы будем все, понимаете, хорошие. Но, к сожалению, по-другому все получилось. Одним из самых слушаемых радио в мире стало абхазское радио в период Отечественной войны народа Абхазии. Для тысяч людей оно было единственным источником информации. Благодаря мужеству и профессионализму технического и творческого персонала абхазская сторона получила возможность рассказывать правду о маленькой республике, на которую напал большой сосед, утверждающий, что воюют не с тем народом, который ему сопротивляется, ради права жить на своей земле по своим правилам.